Но создатели телеграм-канала «Сердитая Чувашия» возбудили уголовное дело за демонстрацию экстремистской символики и пропаганду Легиона Свободы России. Организация признана террористической и запрещена в России, но вот об этом сообщает об этом случае телеграм-канал «База». По версии следствия, в июле и августе Кочкин разместил в своем телеграм-канале изображение с символикой Легиона, ну, вы знаете, бело-синий-белый флаг, и активисту теперь вот грозит до 4 лет лишения свободы. Сам Семен Кочкин считает, что поводом для возбуждения дела стала публикация в телеграм-канале «Сердитая Чувашия» об обстреле автоколонны с мобилизованными в Украине. Семен Кочкин прямо сейчас присоединяется к нашему эфиру. Семен, здравствуйте. Здравствуй, Денис. Здравствуйте, зрители «Дождя». Да, спасибо, что присоединились к эфиру. Я так понимаю, вам все равно ничего не грозит. Вы, как я понимаю, находитесь сейчас за границей, не на территории России. То есть это неприятно, конечно, но я к тому, что вы находитесь в безопасности. Правильно я понимаю? Да, конечно. Ну, то есть в этом Мгм. смысле я вообще не очень понимаю, на что они рассчитывают, когда заводят там новые уголовные дела. Потому что одно уголовное дело у меня уже есть. Точно Да, такое же можете я там в федеральном прокомментировать розыске. да, вот то, что произошло с точки зрения, они говорят про вот эту символику Мгм. бело-синий-белый, а вы говорите о том, что конкретный пост был по поводу событий в Украине. Можете Да, уточнить? да. Просто так случилось, что моих знакомых, моих друзей, журналистов в Чебоксарах вызывали на допрос в ФСБ. И им как раз показывали пост в «Сердитой Чувашии», и говорили, вот, значит, что вы про это думаете, и намекали на то, что вот хотят мне завести уголовное дело. Это было несколько месяцев назад. И Мгм. вот что это был за пост? Это студенты нарисовали э, на стене в Чебоксарах БСБ флаг на 9 мая. Вот, и они нарисовали его на красный флаг, значит, бабушки. Помните, была бабушка, которая символ, типа, символ войны в Украине, Мгм. Мгм. поддержки войны Украины с красным флагом. Вот у нас есть Которая в такой граффити, и Мариуполе, они... по-моему, да, памятник как раз, да? Да, Этой вот есть бабушке памятник в Кириенко Мариуполе. Да, мощно устанавливал, я помню, да. да. И в итоге оказалось, что эта бабушка в итоге поддерживает Да. Украину. Ну, в общем, да. И, ну, в Чебоксарах много граффити таких есть. И студенты нарисовали на 9 мая, значит, Мгм. вместо красного флага БСБ. Вот, мы про это написали. Причем, знаете, мы достаточно критично относимся к Легиону Свободы, типа у нас редакционная политика. Мы в других постах прямо пишем, что как бы будьте осторожны там, вот это вот все. Потому что в Чувашии есть уголовные дела, где людей обвиняют в том, что они поджигали релейные шкафы за деньги Мгм. Легиона Свободы. И, в общем, мы как-то пытаемся очень осторожно по этому поводу писать и говорить, и поэтому забавно, что мне завели уголовное дело именно за, значит, этот БСБ флаг. Вот, а в чем вообще дело? Почему это дело могло появиться? Потому что э, это есть новая статья, 282 часть 4, за повторную демонстрацию там, экстремистской символики. А в Мгм. Чувашии очень много дел за демонстрацию экстремистской символики. И это не экстремистская символика. Например, у меня друга судили за то, что он э, осудил фанатов какого-то там, по-моему, Локомотива, ну, неважно, какого-то там российского клуба, Мгм. который вытащил свастику большую, типа они его показали там Мгм. где-то там, значит, на стадионе. И его судили за то, что он демонстрировал свастику. Меня судили за то, что я за умное голосование или за логотип умного голосования, или за Мгм. репоста певицы Монеточки, когда она еще не была популярна там, в 2016 году. Вот, и, не знаю, у нас очень много людей осудили за то, что а, есть депутат Виталий Милонов, он поехал в 2014 году в Украину, стрелял из пулемета, и у него была майка, футболка «Православие или смерть». И многие Мгм. чувашские активисты осудили, значит, эту футболку. И потом их начали судить за то, что они в этой футболке. Ой, господи, простите, за то, что они осудили Милонова, чувашские активисты, что, значит, почему он такой депутат существует и почему он по таким лозунгам стреляет из пулемета, а их судили за то, что они писали «Православие или смерть». То есть как-то Мгм. вот так. Да. Вот, и, да, и меня судили, вот у меня тоже есть протокол за это слово. Я запостил новость о том, что активиста осудили за то, что он запостил новость о том, что другого активиста осудили. То есть вот так Мгм. вот. Но все эти протоколы, они как бы там больше года каждому, поэтому вообще удивительно, что ко мне применили вот эту там статью по повторности. Вот, извините за, может быть, немножко душноту. Вот. Да нет, все Вот. понятно, Но как зато бы мне понятно. кажется, что Мгм. Да, что вам кажется? да,
Но мне кажется, что как бы, то есть я уверен, что это на самом деле месть за то, что мы опубликовали видео и новость о том, что чувашские мобилизованные попали под Мгм. обстрел. А, Первый батальон 1251-го мотострелкового полка. Вот, Мгм. там много чувашских мобилизованных, и как бы их судьба непонятна, непонятно, сколько погибло, сколько раненых. Есть только там видео, которое мы опубликовали, мы были первыми, ну, то есть после нас об этом вообще начали там говорить, и вот вы тоже делали репортаж, спасибо вам большое. Вот, и как бы э, мы написали там первого, там, ну, в общем, они это дело завели сразу же после этой публикации. То есть Мгм. как будто они держали это как бы на случай, если там нас нужно как-то остановить нашу деятельность, притормозить, и вот, И видимо, сразу же, использовали, да, ну, в том числе достали из для... папочки, что называется. Да, 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 скажите, да. Семен, а Ну вот, и как бы и да, для дискредитации тоже, потому что сейчас вот местные паблики чувашские тоже пишут, вот, значит, сердитые чуваши — это Легион Свободы, вот, значит, у них мгм, уже и дело заведено. Поэтому да, как бы вот это все в рамках вот этой их защиты, да, то есть мгм. мы не будем говорить, сколько погибло, мы не будем говорить, сколько ранено, мы будем давить тех, кто говорит об этом. Правда, да. А вот, кстати, последний вопрос такой, если можно так коротко описать ситуацию, насколько сейчас действительно Чувашия сердита, ну, в смысле, как реагирует на происходящее, на войну общество в целом? Ну, я думаю, есть... Чувашия, конечно, отличается от других регионов России, но в целом это такой же регион России, Мгм. как и там центральная часть, да, может быть, там, ну, то есть со своими, конечно, со своей изюминкой. Есть, конечно, момент, что, ну, то есть на самом деле, как бы вот этот вот троп по поводу, ну, я думал, если честно, что тейк о том, что там нужно защищать русский мир, в Чувашии не будет восприниматься как что-то нормальное, потому что, ну, как бы чуваши не русские и не славяне, и вообще у нас есть свой язык, своя культура, и Мгм. как бы, да, своя история. Вот. Но, тем не менее, как бы много людей, правда, идут там добровольцами. Ну, как много людей. У нас, например, был уволен чиновник в Чебоксарской администрации за то, что был сорван Мгм. план не по мобилизации, а вот после мобилизации, когда они начали контрактников набирать. Мгм. Типа это не сорвали, вот его уволили. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что в районах Чувашии люди так или иначе там смотрят телевизор, доверяют, кто-то идет, подписывает контракт. Все-таки такие люди есть. Ну, как бы, что тут как бы отрицать. Но Понимаю. а, ну, как бы, с другой стороны, было много акций протеста против войны, Мгм. против мобилизации. Причем даже как будто против войны было больше, чем там против мобилизации, да, то есть какая-то такая часть. У нас мобилизованные бунтовали, когда Мгм. перед отправкой на фронт, и вот, кстати, вот, скорее всего, те, кто тогда бунтовали, они могли вполне попасть под этот обстрел. То есть не знаю, мы пытаемся максимально людям, которые сопротивляются внутри региона, максимально освещать их работу, помогать им. А вот людям, которые на фронте, тоже как бы пытаемся говорить правду, что там происходит, потому что, ну, власти делают вид, что как будто там и потери нет. У нас, знаете, командир этого батальона выступал и говорил, что, да, знаете, у нас невозможно такого, что э, с одного удара будет много потерь. Это вот невозможно, это все американцы Мгм. Ну, рассказывают. Ну, конечно, то все есть, американцы придумали когда вообще, как обычно. Да. да, да. Ну, то есть, Кон когда такое командование, ну, как бы нужно говорить Понятно. правду. Спасибо, что говорите эту правду, но вот хотя за это и, как мы видим, прилетает. Спасибо большое, Семен. Семен Кочкин, политик Спасибо и вам. создатель телеграм-канала «Сердитые Чуваши», против которого возбудили дело, как мы вот сейчас выяснили, по какому поводу.